Мы объехали всю центральную часть Казахстана. Александр Кирьянов, водитель, оператор, фотограф и путешественник, оказался самым физически подготовленным участником карагандинской экспедиции. Остальным было неимоверно сложно взбираться в горы, спускаться в низины и просто переносить тяготы дороги. На своей Ниве Александр провез группу почти 4000 километров, из них 3000 по бездорожью. Состояние дорог между поселками просто ужасное. Их дорог нет, есть направления. Эти путешествия реальны, если есть деньги и не жалко своей машины. А если денег нет, то не очень реальные путешествия. Это сакральные места. Да, паломники посещают, верующие посещают эти места, но куда добраться тяжеловато. Создать две карты локализации мест паломничества Казахстана и виртуальной карты придумали в Министерстве культуры и спорта. По стране ездят несколько бригад, фиксируют на GPS-приборы координаты объектов и снимают виртуальные туры. Фантастика. Просто не верится, что это все на самом деле. Карагандинская группа сфотографировала около 50 древних захоронений, городищ, мавзолеев и других мест, которые могут быть интересны туристам и ученым. Мы делаем виртуальные снимки, то есть 3D-панорамы. Зритель словно попадает в это место вживую. Он видит не просто, как на обычной фотографии, один ракурс, а он может осмотреться вокруг, посмотреть себе под ноги, восхититься облаками, перейти на соседнюю точку. В общем, полное погружение. Он чувствует эту атмосферу. Разве что вот только на него не дует этот прекрасный степной ветер. Сложность не столько в самом процессе съемки, он занимает не так много времени, буквально 2-3 минуты, но порой, чтобы снять эти 2-3 минуты, приходится по несколько часов карабкаться на какую-то гору, пробиваться сквозь какие-то заросли колючих кустарников, карабкаться по скалам. Нам приходилось в одном месте даже переходить вброд вот так реку. Одна из достопримечательностей, в которую стоит попасть каждому – пещера Каныр-Аулие в Павлодарской области. По легенде, ее знают со времен Ноя. Тут были найдены орудия каменного века. Пещера Каныр-Аулие испокон веков является храмом Всевышнего. Несмотря на национальность вероисповедания, испокон веков люди приходили и загадывали желания. Раньше никакой лазарет, госпиталь, больницы не было. Люди с болезненным жертвоприношением обращались к этому святому пещеру Каныр-Аулие. По словам участников экспедиции, они не подозревали, что в Казахстане столько интересного. Они уверены, увидев панорамные фото, туристы захотят посмотреть и воочию. Ставится большая задача, чтобы эти объекты, эти карты были достоянием всех музеев, институтов, школ, чтобы это было востребовано отрастями истории и культуры, образования, самой картографии, чтобы ими пользовались. И это продвижение будет всех этих наук. И думаю, что и кроме этого будут краеведы использовать эти карты и все население, которое интересуется своим прошлым, настоящим и будущим. Поэтому я считаю, что мы делаем огромную, хорошую работу. Узкий проход, но чувствуется стены мощные, и вот эти отверстия, как будто бойницы со всех сторон. Наверное, все же и защитную функцию имело. Сейчас ученые собираются дальше, на запад Казахстана. В карты планируется добавить исторические факты, мифы и легенды. Потом карты будут постоянно обновляться. Местные власти позаботились, чтобы объекты культуры и истории привести в презентабельный вид. И даже кое-где построили гостиницы. Вот только желающих туда проехать по бездорожью пока немного. Людмила Батюшкина, Александр Кирьянов, Владимир Иванюк, 5 канал.